Жития святых святителя Димитрия Ростовского. Месец септември. Житие святаго Димитрия, митрополита Ростовского чудотворца. Read for LibriVox.org. Сию райскую ветвь святителя и чудотворца Димитрия произрасти Малая Русия. Роди се бо в малом и незнаменитом граде, нарицаемом Макарове, иже от богоспасаемого града Киева отстоит за 50 поприщ, в лето 1651 месеца декемврия, от родителей благородных, веруюжи и благочестием християнским украшенных, и в заповедях Божьих неуклонно ходящих, отца именем Саввой, и же в воинстве малорусийском быст чином сотник, матери же Марии. При рождении наречено имя ему Даниил, вскоре потом и святым крещением просвещен. По крещении же воспитываем быст отрок от родителей своих в страсе Божии и поучаем християнскому закону. Растяше летой же и разумом и добродетельми, аки лествицею, от силы и в силу грядущти. Егда добре навыче чтению и писанию славянского диалекта, тогда вдан быст во граде Киеве в училищный богоявленский монастырь, ради обучения иностранным языкам и другим свободным таму преподаваемым наукам. По определении все училище отрок Даниил, остроты ради ума своего неусыпного ради прилежания, в скором времени хорошие нача в учении показывать успехи, и паче сверстников своих преспеваши. Немногим же летом минувшим явися довольно искусен в стихотворстве и витийстве, и знаю, что добре все тое, чему учим бысть. Проходя оные науки Даниил, не меньше поучаше се и добродетельному житию. Ибо через все тое время, которое он в науках препроводил, немало го не имел сообщения с детьми сквернословящими, смехи и глумления творящими, единствено о увеселениях и утехах суетных помышляющими, дабы и со злыми не развратитеся и не пасти в пропасть греховную, ибо довольно ведал, что злые беседы портят добрые нравы, но илико возможно чташе се целомудрие и чистоту соблюсти. Ек даже избываше от школьного учения время, то не в детских играниях, як уже обычай есть юным, но в чтении богодухновенных книг упражняшеся, к церквам Божьим с отчитанием на молитву притекаше. Уже бо сердце его божествения любве пламенем начинаше согреватися, и в поучении его огонь разгоряшеся. Елико более присидяше книгам, чтя божественное писание и жития святых отец, толико ден от дня к подражанию их распаляшеся сердцем, и желаше последовать стопам их. В мире убосущий Даниил, иноческого жития начатки в себе являше. Достигши же 18-го от рождения своего лета, презре Христа ради временный сей мир, и сущее в нем благая, и, испросив от родителей своих благословения, начать жить в монастыре Троицком Кирилловском, и же есть в том же граде Киеве. И даже немного минувшо времени пострижен быст в иноческий чин, тогожды монастыря игуменом Мелетием, в лето 1668 месяца июля в 9-й день, на память святаго священномученика Панкратия, и вместо Даниила преименован Димитрием. По восприятии иноческого чина сей богобоязнивый муж, всего себе возложивший на промысел Божий, начал проходить иноком приличное житие, поучаясь смирению, послушанию и братолюбию, елико возможно, чташе се в добрых делях подражать и преподобным отцем Антонию, Теодосию и прочим печерским чудотворцам. Отнюдь же не печаше се о снискании имений и богатства временных, но все тщание ему бяше, дабы угодить и Богу, и по званию своему верно ему служить. Минувши же по пострижении святаго мало времени в лето 1669 месяце марта в 25-й ден, на праздник Благовещения Пресвятая Богородицы, по изволению настоятеля посвящен святой Димитрий Водиакона, преосвященным митрополитом Киевским Иосифом Токальским. И пребыст в той Киево-Кирилловской обители довольное время, настоятелю во всем повинуяся, братья и без лености служа в смирении с молчанием, и всякое монастырское и церковное послушание исполняя с прилежанием. Первее всех обреташеся на церковном пении, последи же исхождаше. В церкви стояше со страхом, послушает штомого божественного писания со всяким вниманием. В келии упражняшеся в молитве, писаше и сочиняше повеленные от игумена или от других высших начальников, прилежаше и чтению книг душеполезных.
Пришедши же неколикому времени по изволению преосвященного Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского, призван бысть святый Димитрий из Киева во град Чернигов и хиротонисан во пресвитера в монастыре Густинском в лето 1675, месяце мая в 23 день, на праздник сошествия Святаго Духа. Посем вскоре той же преосвященный Лазар Черниговский, понеже ведеше го быть и мужа в науках довольно искусно, в добродетелях преуспевающа и к посеянию в сердца человеческие Божие Слово довольное дарование имуща, благослови го быть и проповедником в том же граде Чернигове. И пребысть святый Димитрий более 2 лет в соборной Черниговской церкви и в других туя епархии и храмах, проповедая Слово Божие к народам с великою пользою и услаждением слышащих. Бяше бо Слово Его твердо, солью премудрости растворено, и все желах услышать Его. Не токмо же в Малой Руси бысть проповедником, но и за рубежем в княжестве Литовском, ибо по прошествии некоего времени, испросив себе увольнение и приняв от преосвященного благословение, отбыл святый Димитрий с Чернигова в град Вильню, и быв таму недолгое время в монастыре сошествия Святаго Духа, сказывал 2 поучительные слова. Также, когда по прошению духовенства братства Слуцкого из Вильни преселися в Слуцк, целый год неусыпно, в проповеди Слова Божия труждашися, пребывая в тамошнем греко-русийского исповедания братском Преображенском монастыре, и по объявлению того города жителей, имеющий себе благодетелем некоего благочестивого гражданина Иоанна по именованию Скучкевича, который обитель тою своим иждивением устрои. И Слуцка же аще и многими духовных и светских лиц писаниями призываем бысть, но он, усилнейшими прошениями и великими обещаниями от духовенства братства Слуцкого удерживаем будучи, умедли даже до кончины оного Скучкевича. И когда же той представися, Димитрий Святый при погребении его приличную таковому действию надгробную говорил слово. Посем вскоре из Слуцка возвратися в Малую Русию, и нача жительство иметь в столичном гетманском граде Батурины, в монастыре святителя Николая, именуемом Крупицком, упражняясь в посте, в молитвах и непрестанном чтении душеполезных книг, наипаче же прилежащих к проповеди Слова Божия. И за таковы его богоугодный, церкви же святой по тогдашнему времени весьма нужный труд, по благословению архиереев киевских и черниговских производим бысть игуменом в разные обители, кои слышу о добродетельном его житии, и имея великую склонность к слушанию Слова Божия, аки бы завидя един на другой, неотступными прошениями к себе его призываху. Поставлен же святый Димитрий во игумена преосвященным архиепископом Черниговским Лазарем Барановичем, первая в обитель преображения Господня, нарицаемую Максаковскую, в лето 1681 месяца септемвря в 4 день, на память святаго пророка Моисея Боговидца. Предпоставлением его преосвященный оный, аки бы и предузнавший, яко святый Димитрий имеет сподобить и святительского сана, следующие к нему изрече слова: «Да благословит вас Господи Бог не только игуменство, но по имени Димитрия желаю вам Митрий. Димитрий да получит Митру». А по поставлению от него же приветствован тако: «Сего дня святаго пророка Моисея Боговидца, сего дня сподобил вас Господь Бог игуменства, и даже храм преображения Господня, яко Моисея на Тавор. А иже сказа пути своя Моисеюви, да скажете вам на сем Таворе пути своя к вечному Тавору». Сии слова, як уже сам святый Димитрий о себе свидетельствуя глаголит, а с грешней за хорошее предзнаменование и пророчество себе поставил и заметил: «Дай Боже, чтобы и пророчество его архипастырства сбылося». Приемши же сей благочестивый инук от преосвященного благословения, отойде в оную Максаковскую обитель и, вступив в порученную себе игуменскую должность, и даже добре братью наставляя, и вся яже на общую обители пользу строя, труждашися в проповеди Слова Божия, угождая Богу постом, бдением и другими добрыми делой, а паче смиренномудрием. Ибо, аще и начальству прия, благонравие же своего и кротости никак уже измени, но всегда в памяти содержа реченное Господем, и же аще хочет в вас вящий быти, да будет вам слуга. Як уже сам себе пред всеми меньшим творящий,
тако и братио повсядни учаше не возноситься ни в чем же. Посем, в лето 1682 месеца марта в първи ден, на памет святая мученица Евдокии, по благословението тогожде преосвещен го определен бъйст игуменом во град Батурин, в монастире светителя Николая, именуемый Крупицкий. И так сдавший игуменство Максаковское и возблагодаривший тамошние братья, отбыл в монастырь Батуринский и, получа указ, принял начальство над сим монастырем. По прошествии же 1 года и 8 месяцев, сей достохвальный игумен, любя безмолвно и безмятежное житие и желая наедине угождать и Богу, октоврия в 26-й день, на память святаго великомученика Димитрия, в ден своего изуименитства остави начальство Батуринского монастыря и живяше во оному единенно. Минувшо посем неколико времени, по прошению Киево-Печерские лаври архимандрита Варлаама Ясинского, который потом был митрополитом киевским, преселися из Батурина в Киево-Печерскую лавру. Он и архимандрит, як уже от предисловия в начале четих миней положенно го видеть и можно, желая богоугодное намерение предваривших его и немало о исправлении книг житий святых угодников Божиих, прежде трудившихся Печерские лавры и начальников блажения памяти митрополита Киевского Петра Могилы и архимандрита Иннокентия Гизеля, Божьей помощью в совершение привести. Чташе се лико возможно отыскать и таковаго благоразумного мужа, и, может быть, то благопотребно и дело совершить и вручил. Ек даже вседаровитий Бог по усердному его взысканию послав лавру тою служительствовать и в ней сего благоразумного и благочестивого мужа, тогда он и архимандрит благодарение Богу воздав, советовал том с соборными отцы и с братьею лаврой туя. И по совету их сему делом и словом искуснейшему проповеднику Слова Божия, самую истину и свидетельствованному поручи, дабы и от любви к святым Божиим и в Писании ради своего имени в книге живота вечного потрудился жития святых собратьев и совершенно исправив списати. И так у святый Димитрий, видя нужную церкви Божие потребу, к сему же и послушая предложенного ему того, еже блаженный Симеон Метафраст пишет, яко равно есть зло, еже глаголати неподобающее, еже молчанию предавать и та, еже суть полезна и честна, як уже бо вредит мысли слышащих глаголей нечестные, так умолчевая добрые святых деяний лишает благочестивых пользы. И предпочитает делу Божие своему упокоению, хотя и по долгом отрицании, возложивши надежду на помощь Божию и на молитвы пречистые живота Матери и на всех святых, вступив в сей богоугодний труд в лето 1684 месяце июня, и нача порученное тое дело с великим чтанием исполняти. Почерпая же аки от источников, от великих блаженного Макария митрополита Московского четих книг и иных христианских историков, произвождаше живоносный поток в напоении жаждущим пользой душам христианским. Трудящуюся святому Димитрию всем спасительном послушании быше 20 выяву сневидения, в скором времени едино по другом случившееся, из которых последнее напечатано в минеях четих месяца ноемвря в 10-й день, при конце жития святаго мученика Ореста. Первое. В лето 1685 месяца августа в 10-й день в понедельник. Услышав я, глаголит сей святителю себе самом, благовест к заутренни, но по обыкновенному моему ленивству разуспавшись, не поспел к началу, но проспал даже до чтения псалтири. Все время видел следующее видение. Казалось, будто поручена была мне в смотрение некоторая пещера, в коей святые почивали мощи. Осматриваясь у свещею святых гробы, увидел там же якобы почивающую святую великомученицу Варвару. Приступив к ея гробу, узрел я лежащую боком и гроб я являющий некоторую гнилость. Желая он ее очистить, вынял мощи из раки и на другом положил месте. Очистив, приступил к мощам я, и взял он ее руками для вложения в раку, но вдруг узрел в живых Варвару святую, вещающему мне к ней: «Святая Деву Варвару, благодетельница моя, умоли Бога о гресех моих». Ответствовала святая, будто бы имея некое сомнение. «Не ведаю», рекла, «умолю ли, ибо молишься по-римски». Думаю, что сие мне сказано для того, что я весьма ленив к молитве и уподоблялся всем случае римлянам,
у коих весьма краткое молитвословие, так как и у меня краткая и редкая молитва. Слова си, услышав от святая, начал я тужить и яки бы отчаяватися. Но святая, спустя мало времени воззрела на меня с веселым, усклабленным лицем и рекла: «Не бойся». И иные некоторые утешительнее произнесла слова, которых я и не вспомню. Потом, вложив в раку, облобызала я руки и ноги. Казалось тело живое и весьма белое, но рака убогая и обветшалая. Сожалея о том, что нечистыми и скверными руками устей дерзаю касатися святых мощей, и что не вижу хорошие раки, размышлял, как бы украсить сей гроб, и начал искать новые и богатейшие раки, в которую бы приложить святые мощи. Но в том самом мгновении проснулся, жалея о пробуждении моем, почувствовало сердце мое некоторую радость. Бог ведает, что сей сон знаменует и каково оного событие воспоследует. О, когда бы и молитвами святые Варвары и патрона моего дал Бог мне исправление злагу и укаянного жития моего. Второе видение быст того же лета сице в пост апостола Филиппа, в одну ночь окончав страдание письмом святого мученика Ореста, которого память ноемврия 10 числа почитается за час или меньше до заутрени, лег отдохнуть, не раздеваяся, и в сонном видении узрел святого мученика Ореста лицем веселым ко мне вещающего сими словами: «Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал. Сей рек, открий мне перси своя, и, показав левом боку великую рану, сквозь во внутренность проходящую, сказав: «Сие мне железом прожжено». Потом, открив правую руку до локтя, показа рану на самом противолоктя месте и рече: «Сие мне пререзано». Причем и видны были пререзанные жилы. Також и левую руку показавши на таком же месте, такую же показа рану, сказуя: «И то мне пререзано». Потом, преклоншися, открий ногу до колена, и показа на сгибе колена рану, також и другую ногу до колена откривши, такую же рану на таком же месте показа и рече: «А сие мне косою рассечено». И став прямо взирая мне в лице, рече: «Видишь ли, больше я за Христа претерпел, нежели ты написал». Я противу сего ничтоже смея сказать и молчал и мыслил в себе: «Кто сей есть Орест? Не из числа ли петочисленных?» На сию мою мысль святый мученик отвеща: «Не той я Орест, и же от петочисленных, но той, его же ты ныне житие писал. Видел я и другаго некоего человека важного за ним стоящего, и казался мне також да некий мученик быти, но той ничтоже изрече. В то самое время учиненник утренний благовест пробудил меня, и я жалел, что сие весьма приятное видение скоро укончилось. А что сие видение я недостойный и грешный истину видел, и точно так видел, как написало не иначе, сие под клятвою моею священноиноческую исповедую, ибо как тогда, так и теперь помню». Минувшим же 2 летам и 3 месяцам от того времени, и когда святый Димитрий служил себя игуменство, случился ему быть в ограде Батурине с вышеречением к его печерским архимандритом Варлаамом, и даже по прошению ясновельможного гетмана и прочих духовных и светских властей, аж те зело отрицашися, убежден быть пак и восприятие игуменства монастыря Батуринского Николаевского, и получа на оное указ от Белиские его печерские лавры. Пришедши же в оный монастырь, седи на игуменство по воле духовных и светских властей. Таму пребывая, оконча писанием жития святых в первых 3 месяцах, септемврии, октоврии и ноемврии содержимая. Соглася же оные с великими блаженного Макария митрополита Московского четими книгами во всех историях, повестях и деяниях святыми суденных, в подвигах их и страданиях, и совершенно исправив, вдаде на рассмотрение преждереченному Киево-Печерские лавры архимандриту Варлааму с братьею. И когда же тые соборными отцы лавры туя и другими благоразумными мужи прочтению свидетельствованные быша, тогда трудолюбец сей, прибыв из Батурина в Киево-Печерский монастырь, начал он ее печатать и под своим смотрением в лето 1689 месяца януария. И совершена бысть печатанием тая первая книга, начинающаяся по тогдашнему счислению с нового лета, содержащая в себе выше помянутые 3 месяца в то же лето, при том же архимандрите Варлааме Ясинском.
Скоре посем бъйст потреба изправление ради неких дел ясновельможному гетману отехати из Батурина в царствующий град Москву. Тогда сподшествува ему Троицкого Киево-Кириловского монастыря игумен Инокентий и святей Димитрий со двема тоя обители диаконами до тогожды града Москвы. По прибытии в Москву представлены его царскому величеству благочестивейшему государю царю Иоанну Алексеевичу и благоверной царевне Софии Алексеевне и жалованные к руке. А благочестивейший государь царь Петр Алексеевич в оное время быст во обители преподобного Сергия Радонежского чудотворца. Того же дни приняли благословение от святейшего патриарха Иоакима. По прошествии же некольких дней отбыли в реченную Сергия Радонежского обитель, и даже удостоившись видеть его царское величество благочестивейшего государя царя Петра Алексеевича, милостивно им принятый и жалованный к руке. В оное время и святейший патриарх в той же обители прилучися быти, при отпуске вторично представленный его царскому величеству и жалованный к руке. Також да и святейший патриарх, отпущая их, дарова святому Димитрию образ Пресвятая Богородицы его клады, и благослови продолжать писанием жития святых, вскоре посем из царствующего града Москвы обратно и восприяли путь до Батурина. Прибывший же святый Димитрий в монастырь свой, устрои себе особенную келью для способнейшего пребывания близ церкви святителя Николая, которую он в дневных своих записках именует Скитум, и, преселився в оную, приступи к сочинению вторые книги на месяцы декемврий, януарий и февруарий. Трудящо же ему во исправлении он их, немало и ободрение подаде наставший после Иоакима святейший патриарх Адриан своею грамотою. Ибо он, видев первую трехмесячную книгу, добре составленную, суди труд сей зело полезен быть всему российскому християнству. Того ради прислал с преосвященным митрополитом Киевским Варлаамом Ясинским, бывшим прежде Киево-Печерские лавры архимандритом, к всему трудолюбивому мужу архипастырскую свою благословляющую писать и жития святых грамоту, которая грамота в начале второй книги чети их миней напечатана. Вону и трудящемуся за первую книгу житий святых довольные приписывается похвала и благодарение, а дабы и впредь того душеспасительного дела не оставлял, но всячески чтил себе и оно и приводите к окончанию архипастырское увещание и благословение. Тою грамотою трудолюбивый Димитрий ободрен быв, вскоре ответствува святейшему патриарху с подобающим смирением и благодарением и проси, дабы взятый от него в Москву по приказанию святейшего патриарха Иоакима минеи чети, содержащие в себе месяцы декември, януарий и февруарий, паки к нему присланы были. Ибо оные, хотя и были рассматриваны им прежде, но за краткостью времени не все прочтены, и много полезного и зело нужного из тех не выписано. Егда же по повелению святейшего патриарха, великие он их 3 месяцев чети присланы, пак и трудолюбец сей для способнейшего писания житий святых устави игуменству монастыря Батуринского. Живя же в пустыне своей на уединении, другие 3 месяца и согласив с великими четьями, совершенно исправи, и прибыв в Киев, нача печатать месяц декември в лето 1603, месяца июлия в 10-й ден. Также по изволению неких духовных властей определен бысть святый Димитрий игуменом в град Глухов, в монастырь первоверховных апостол Петра и Павла. Прибывающую же ему таму, окончена бысть печатанием вторая 3-месячная книга в лето 1695 при архимандрите Мелетии. Не меньшую похвалу получи сей может тогожде святейшего патриарха и за сию вторую книгу через присланную к нему в том же годе другое писание. Сими 2 блаженнейшего и толико о умножении Божьей и святых его славы пекущего се пастыря писаниями трудолюбивый Димитрий побужден быв, простре руку свою на исправление 3 книги житий святых, содержащей в себе месяцы март, априлий и маи, и начать труждатися в преписывании оно и паче первого. Минувши же некоему времени из Глухова переведен в Троицкий Киево-Кириловский монастырь, в нем же пострижен воинический чин, и прибыст в оном токмо 5 месяцев. Посем, дабы таковый благоразумный и трудолюбивый муж, паче же решти светильник, не был сокрыт под спудом,
По согласию преосвященного Варлаама, митрополита Киевского, и преосвященного Йоанна, архиепископа Черниговского, в лето 1697 юния в 20-ти ден на памет святаго священномученика Методия, епископа Патарского, произведен бъст архимандритом в монастир Успение Пресвятая Богородицей, именуемый Елецкий Черниговский. Восшедший оба святый Димитрий на высшие достоинства степени, приложи по степени и трудолюбие большее, веди писанное, ему же дано будет много, много и взыщется от него. И яко же в прежнем от Киево-Печерские лаври возложенном на него послушании исправляя жития святых, с помощью Божией по силе труждашися, тако и о монастыристом благоустроении и о спасении порученной себе братья печашися. Не меньше же и в других духовных, церкви же святой многополезных делах, словом, советом, рассуждением и делом помоществовавшие. Даже по прошествии 2 лет и 3 месяцев и селецкой обители, изволением начальствующих переведен в Новогородок Северский, в монастырь Всемилостивого Спаса архимандритом же. Вон он пребывая, оконча писанием прежде поминутие 3, март, априль и май житие святых месяцей, а печатанием ония совершены в лето 1700. Бывшо тогда в Киево-Печерской лавре архимандриту Йосафу Краковскому, от которого вскоре посем на благословение прислан святому Димитрию той царский образ, его же благочестивейший государь царь Алексей Михайлович преосвященному митрополиту Киевскому Петру Могиле прислав дар, егда венчан бысть на царство. Но и сия святая обитель недолго под тенью толь многоплоднее райские ветви покоися, ибо чтательное исправление поручаемых сему мужу должностей и особливое искусство в проповедании Слова Божия, так уж да и добродетельная его жизнь вскоре прозорливому монарху известной быть стали. Чего ради, дабы за он е достойно получил награждение в начале 1701 лета по именному блажение и вечно достойнее памяти благочестивейшего и самодержавнейшего государя-императора Петра Великого указу, оттуда призван в Москву. Неимущий же тогда пастырь епархии Тобольской, посвящен бысть в митрополита Тобольского и Сибирского, между патриаршеством того же лета, месяца марта в 23-й день, в неделю крестопоклонную. Вскоре посему держим бысть некоторую болезнью. Во оной болезни сам благочестивейший государь благоволие го посетить и, познав, яко тая болезнь приключися ему от некоторой печали повеле, да не скрывая объявит подлинную причину своей печали, которую он и объявил таковым образом. Сие рече, причиняет мне печаль и болезнь, яко меня в тяжелую и жестокую страну посылают, здравию моему несносную и вредительную, а мне послушание есть, дабы к душевней всех православных российского рода христиан пользы, штатися оканчивать писанием жития святых. Таковый правильный резон услышав от него премудрый монарх, благоволи всемилостивейше отменить ей, еже бы в Сибири го не посылать ей, и повеле ему жить и в Москве. Не по многом же времени представлюше се преосвященному Йосафу митрополиту Ростовскому и Ярославскому, определен бысть святый Димитрий на место его митрополитум в епархию Ростовскую и Ярославскую в лето 1702, януария в 4-ти день, и же бе неделя пред просвещением. А в Ростов приде месяца марта в 1-ви день, в неделю 2-ю Великого Поста. Вступая же во град Ростов, егда первый приде в монастырь святаго Якова, епископа Ростовского, и všed в соборную зачатие Пресвятая Богородицы и Церковь, обычное моление сотвори, в то самое время, по некоему свышему бывшему откровению предузнав, яко в Ростове имеет скончатися, назнаменува во огледуя церкви на правой стране к погребению себе месту, и глагола к бывшим тогда с ним. Се покой мой, зде вселюся во век века. Еже напоследок точно избъсть по проречению его. В Ростове му представися, и идеже на знаменово место таму и положен. Пришедши же на престол свой, совершив соборную Ростовскую церкви божественную литургию, при окончании той сказав изрядное поучительное слово ко всем вообще как духовным, так и мирским, выверенным ему в паству человеком мир и благословение преподаде. В скором времени по сем обычному погребению предаде тело усвшего в Бозе преосвященного Йосафа митрополита в соборной Ростовской церкви.
И тако святый Димитрий, Божиим изволением и благочестивейшего монарха повелением, всегожего священного собора благословением, приняв всечестнейшие ростовские митрополии правление, прия и подвиги большие. Нача возложение на себя святаго сего послушания Ерем со всяким чтанием о укрепляющем Иисусе носити и неусыпную о управлении церковном и о спасении веренных себе душ прилагать и попечение. Словом своим чташе се распространять истинно евангельское учение, житием же воздержним, богобоязнивым и честным, яко истинный стада Христова пастырь, непрестанно в памяти имея речено его Евангелие пастырем пастырей. Тако да просветит се свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего иже на небесех, всем подавал спасительные примеры, наказываше всех духовных и мирских властей, и под властью сущих, да всяк в подобающих себе добрых делях пребывает и порученную себе должность да проходит со всяким прилежанием. Щаше се искореняти от всяких санов злые нравы, нечистоту, зависть, неправду и всякое, еже видеше быть и небогоугодное дело истребляти. Насаждати же чистоту, любовь, правду, милосердие и всякую добродетель вкореняти. Наипаче же попечение имееше да бъде първи от духовных лиц грубость и невежество истребити, ибо бодрый сей пастирь вскоре по вступлении своим на престол ростовский уведа, яко многие от паства его в градех и в селях обитающие священники, непросвещены и сущие, не токмо званию своему не внимают, но ниже знают, что есть сан священства, и в чем состоит должность священническая и духовническая, и како оную проходить и надлежит. От них же некоторые, гордя се священством, обличают и укоряют детей духовных при иных людях во грехах, объявленных им на исповеди. Другие немалую под собою паству душ человеческих имея, не пекутся о спасении их, ленят се ходить к больным, еже исповедивать их и сподоблять и причащение божественных тайн, а наипаче к людям убогим и нищим не хотят ходить, токмо к богатым ходят, убогих же презирают. Более же ревности по Бозе исполненного пастыря на возболезнувание подвиже сие, егда он усмотрел, яко некие священников, забыв страх Божий и самым пречистым и животворящим Христовым таинством, больных ради через весь год хранимым достойного почитания не воздают, паче же уничижают, держат в неподобающих местах и в сосудах незело чистых, а еже горее, яко ни нарицание им честнаго ведят. Не нарицают бо оные пречистыми тайнами, но неким простым нарицанием именуют, рекше запас, як уже видите мощно от поучения его, писанного ко всем священникам, в котором, между прочим, так уповествует. Случи се нам, мимошедшего 1702 года во град Ярославль грядущим, внити во единую веси в церковь, и даже по обычном молении, а смиренней, хотя обычную почесть и поклонение воздати пречистым Христовым тайнам, егда вопросих тамошного попа, где пречистия и животворящие Христовой тайны? Поп той не уразуме словесе моего, и яко не домишляя, стояше молча. Пак и рех к нему, где тело Христово? Поп же не сего словесе можаше познати. Един же от бывших со мною искусных иереев рече к нему, где запас? Тогда он и зему туглас осудят зело гнусный, и показав нем хранимую оную в небрежении толь великую святыню, на ню же святые ангели смотрят со страхом. И аз возболезнувах у том сердцем попремногу, ово яко в таковом непочитании хранице тело Христово, ово же яко ни нарицание честнаго пречистым тайнам подобающего иереи ведят. Сего ради попечительный сей пастырь, дабы священники небрежение утринувшие, начали помалу вразумлять себя и подобающие званию своему путь со всяким чтанием во страсе Божией проходили, два краткие, но яснее о неких нужнейших до священнические должности, касающихся вещах, вскоре едино по другому написа поучения. Из них же в первом, яко отец увещаваше, и яко пастырь властью архиерейскую повелеваше всем священникам, дабы и престали от такова го злонравия и пагубнее дерзости, не то, че не обличали бы и в явлении не производили чуждих грехов, но и не чтеславили се духовничеством, а дабы и не презирая убогих и нищих, равно спасение вверенных себе человеческих душ всячески в дни и в нощи попечение прилагали,
заповедью Божию заповедуваше. Во втором же своем поучении той же властью от Бога данное повелеваше и страшным судом Божиим прещаше, дабы и сами священники, животворящие Христовой тайне, хранимые во весь год больных ради, всяческих божественную честью почитали, и других тому поучали, дабы и хранили оные в сосудах честных и держали в местах благопристойных. Не нарицали бы и оные простым словом запас. К служению имели бы и приуготовление доброе, и служение святаго достойное. По служению же пребывали бы и в воздержании и трезвости, старались бы и всеми виды о спасении душ человеческих, поучали бы и народ в церкви, и прочее, подобающее их сану исправляли неленостно. С сих поучений, дабы и всем священникам были известны, и никто неведением извинять се не мог, повеле многие учините списки, разослати по городам и во уезди к старостам заказным, с таковым подтверждением, дабы и кижду священник, приписав оные у себя имел, и почасто прочитывая содержимые в ним увещательные статьи, чтил се, лико возможно, все без упущения делом исполнять. К пресечению же всего вышереченного, по свидетельству многих достоверных священнического и монашеского чина, бывших при всем святителей в училище и при келии его служивших людей, святый Димитрий, да бъдете священно и церковно-служительские не были такожде невеждами, как и отцы их, и когда вместо отцев своих сподобите священнического или диаконского сана, разумели бы и силу чтома го ими Божественного Писания, и умели бы и в церкви поучати народ, не токмо книжним чтением, но наизустним Слово Божие сказыванием, завел в Ростове семинарию и собрав вооную и священную и церковно-служительских детей более 200 человек, для лучшего порядка и успехов разделил их на 3 училища и определя к ним 3 человек добропорядочного жития учителями, о воспитании и обучении их всевозможное прилагал попечение. Часто посещая он и училища, сам учеников слушал и в успехах пробовал. В воскресные же и праздничные дни приказывал ученикам приходить в соборную церковь на молитву ко всенощному бдению и к литургии. А дабы все были безотлучно и со страхом в храме стояли, внимая поемому и чтомому, повелевал по окончании первия катизмы, когда чтением продолжаемо бы ваше слово или житие каковое, приходите к себе к благословению. За отбытием учителя оную должность на себя восприимал, и отобрав способнейших, сам в свободный отдел церковных часей труждался, обучая их. Толковал некоторые книги из Ветхого Завета, в летнее же время пребывал в архиерейском своем селе Демьянах, между прочими богоугодными своими трудами объяснял им Новый Завет. Во святые Великие пост и в прочие посты повелевал ученикам поститься. Сам их исповедывал и святых тайн приобщал. Обучая же определял он их к местам, истребляя невежество. Дьячков и пономарей к церквам определяемых, дабы служение свое со всяким благоговением и страхом в церкви творили, як уже правила святых отец повелевают, посвящал в стихари, чего прежде в Ростове не было. В таковом великом сане на престоле своем пребывая святый Димитрий, аж и многочисленными по званию оному, каково есть святительское, обременен быст делами, но трудолюбивого сего мужа ничто от предприятого им дела отвратить невозможно. Ибо он, по пришествии своем в Ростов через 2 года, 11 месяцев и 9 дней, труждаясь в избавающей от исправления церковных и епаршеских дел время, вышереченных книг миней четих 4 и последнюю книгу, содержащую месяцы июний, юлий и август, писанием оконча и совершенно исправи. Як уже видите, можно от книги, именуемой летопис о архиереях ростовских, которая находится в Ростове при соборной церкви в книгохранительнице. В оной пишется тако. В лето от воплощения Бога Слова 1705 месеца февруария в 9-й день на память святаго мученика Никифора, сказуемого победоносца, в отдание праздника Сретения Господня, изрекшу святому Симеону Богоприимцу последнее свое моление, ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, в день страдания Господних пятничный, вон же на кресте рече Христос совершишеся, пред субботою поминовения усопших и пред неделю страшного суда, помощью Божией и пречистия Богоматери всех святых молитвами, месяц август написася. Аминь.
По окончании же немедленно отосла оную книгу в Киево-Печерскую лавру, которая и окончена печатанием тогоже 1705 года при том же архимандрите Йоасафе. Итак, у книги «Житий святых» на всецелый год, начинающиеся от 1 числа месяца септемврия, окончавающиеся же последним числом августа, многими трудами и неусыпным старанием святаго Димитрия, более нежели через 20 лет собираемая и исправляемая, во славу во святых славимого Бога и Божьей Матери, в честь всех в книзе животни написанных угодников Божьих, в пользу же всему христианскому православному роду Писания, совершившееся в ограде Ростове, печатным же тиснением во святой Киево-Печерской лаври. Немногому по сем прешедшо времени, весно сотвори се бодрому сему пастирю, яко по различным местам Богом вручение ему паствы входят многие лжеучители, от Дубрав и пустынь брынских, аки волки исходящие, которые лжеглаголевыми своими тайными шепты прельщающие Христовой овцы терзают стаду Божие. И яко многие лесным их учением веруемлющие, колеблются во святой восточнее святые церкви христианской веры. Друзей же прельщением того раскольнического сиест, капитонского яда и весьма уже отравленные бывшие, вмещают противные святой церкви и развращают души незлобивых. Поболев духом, ревнуя о благочестии, яко же Илия, яко добрый пастырь, желая колеблющихся в правоверии утвердити, заблудших же от погибельного пути отвратити, сочини книгу розыск о раскольнической брынской вере, о учении их, о делах их, в которую изъявляше, яко вера их неправа, учение их душевредно и дела их небогоугодни. Окончена оная книга писанием в лето 1709, напечатана же первым тиснением в царствующем граде Москве в 1745 лето. Упражняя се же святый Димитрий в всех церкви святей общества многополезных трудах и добре в пастве своей всем вся яже ку спасению строя, простираше се и на большее в надежде будущего мздо воздаяния. Возиме намерение ще сочините книгу, именуемую летопись, сказующую деяния от начала миробытия до Рождества Христова, с некоторыми приличными к тому и полезными нравоучениями, ведения ради своего келейного ради чтения, не паче же сего ради, як уже видите, можно от его же книжицы епистоляр, записки письмам нарицаемой, понеже довольно ведеше сей трудолюбец, яко не токмо в Малой Русии, но и в Великой Русии редко где обретаются славянские Библии, и едва кто из богатых оную купить и достанет за великую цену. Убогие же не имеют их, лишаются пользы, происходящей от чтения, и яко многие от духовного чина не знают порядка библейных историй. Того ради желая таковым для ведения преподать вкратце библейную историю книжицею незело великую, дабы всяк недорого купить и мог, и удобно у всех яже в Библиях уведете историях, каковы идут порядком, немедленно приступи к сочинению оная и нача собирать от Божественного Писания и от различных хронографов и историографов греческих, славянских, римских, польских, еврейских и иных. Собирая же оную, истории, содержащиеся в Библии, полагал вкратце вместо темы, а от тех, аки от источников различные струи многие полезные нравоучения производил. Оной книги святей Димитрий, аще весьма желал, яко же от того же епистоляра явствует, за предлежащими иными делами во управлении наложенного ему церковного ига, а более за частыми недугуваниями совершить невозможи. Но токмо по леточислению 4600 лет деяния написаны. Намерение же сего трудолюбивого мужа бе таковое, дабы по окончании сей летописи, аще Господ устроит у нем во благое и же за него продолжится, приняти се за псалтирь, и вкратце оную толкованиями изъясните. Но замышленному сему делу препятствие сотвори скорая смерть. Прежде же Ростова игда пребываше в Малой Русии, сочини две книги. Первую – алфавит духовний, сиест некое по письменном алфавитним начинаемое духовное увещание. В той книге к поощрению, да усерднее всяк человек заповеди Господни исполняет и к учащению страстей себя да понуждает, многие весьма полезные предлагаются статьи. Разделив же оную на 3 части, к концу присовокупи 5 главизанских условий рачительного к Богу взывания.
Сия книга прешечем неколиким летам по представлении с ученителя, напечатана в Киево-Печерской лавры. Вторую же состави в похвалу Пречистия Девой Богородицей, именуемую Руноорушенную. Воно и повествует о чудесах от чудотворного ея образа, который обретается в монастыре Ильинском Черниговском, происходивших с беседами и нравоучениями богодухновенными. Оная книга живо също святому Димитрию в Чернигове в лето 1696 печатным тиснением издана. Сверх сего находятся и другие гоже трудов многие полезные сочинения, а именно апология во утоление печали человека, сущего в беде, гонении и озлоблении, составленная. Воно и содержится беседа и разговор, утешающего со скорбящим. Так уж да и сия книжица при жизни его в лето 1700 в Чернигове по представлении же вторично в Могилеве в лето 1715 напечатана. Краткий катехисис с вопросами и ответами о вере зело полезни. Благодарственное размышление о страстях Христовых, целование удов или ран Господа нашего Иисуса Христа, плач на погребение Христово, поклонение Святей Троицы, поклонение Господу нашему Иисусу Христу, поклонение Пресвятей Богородице, рассуждение о причащении божественных тайн, поклонение пречистым Христовым тайнам, молитва исповедания повседневного, исповедание грехов генеральное, молитва или краткое воспоминание страстей Христовых, врачевство духовное на смущение помыслов со многими примерами от различных отеческих книг вкратце выбранными, духовное обучение внутреннего человека в клети сердца наедине поучающего се и молящего се в тайны. Сочини також две летописи, первую о славянском народе, вторую о построении церквей и о поставлении в Руси архиереев. Еще неколико духовных песней и других стихотворений довольное число. Из сих кратких сочинений апологию и летописи в бытность свою в Малой Руси состави, а прочие, когда написаны от него, известие несть. Что же принадлежит до поучительных сего красноглаголивого проповедника слов, он их весьма много числом быть и должно, а чтобы все те возможно было отыскать его едино собратье. Ибо, во-первых, як уже выше изявися, довольное время быть сей муж проповедником Слова Божия в Чернигове при преосвященном архиепископе Лазаре Барановиче. По отбытии из Чернигова неколико времени находился в ограде Вильне. Даже прибыв в Слуцк и более года жительствуя в тамошнем Преображенском монастыре, единственно упражняшися в посеянии слова. Возвратившийся же в Малую Русию в ограде Батурине по большей части проповедническую отправлял должность даже до определения своего на игуменство. Бывший же игуменом и архимандритом в разных обителях, аще управление таковому чину надлежащее и много препятствоваше, и возложено быть на него послушание жития святых собирать и исправлять, но сей неутомимый трудами начальник через все оное время немало не преставаше сочинять и поучения и проповедовать и Слово Божие. К краснейшему же сожалению, едва не все оные поучения неизвестно, сочинителем ли самим в жизни его или по представлению того другим каким нечаянным случаем утраченные. Ибо ашти обретается в Ростове при тамошней соборной церкви в книгохранительнице поучительных слов и других некоторых сочинений сего трудолюбивого мужа великая книга, полууставом писанная. Однако в оной наиболее находятся поучения, проповеданные им во время пребывания его в Великой Руси, но и из тех, як уже явствует тояжде книжица епистолярия, некоторых недостает. В Малой же Руси сказываних имеется в той книге числом токмо 5. Управляя обу святый Димитрий добре Богом врученную себе паству, аж и многими всегда по званию своему отвлекаем бе препятствиями, но в церковь на службу Божию для моления ежедневно притекаши, в одни же воскресные и праздничные служения святой литургии мало когда оставляши, разве за немощь или великие ради нужды. Когда прилучался праздник, в который из соборной Ростовской церкви бывает крестное хождение, тогда в крестном хождении, аж чтобы и далеко идти, по большей части сам бываши, и служение литургии сам совершаши, и народ проповедью к творению добрых дел возбуждаши. Часто отъезжал в град Ярославль и пребывает там в соборной и в других того града церквах,
и даже прилучаше се служити, проповедуваше Слово Божие и получая всякаго звание людей святой, православной християнской вере, увещеваше не прельщати се ложными, неправомудрствующих учениями и не отторгати се стада Христова, но крепко стоят и придържащи се матери нашия святия восточния церкви. И бе бодрый пастир, сохраняя Христово стадо от врагов, воюющих на них, и от волков лживых, приходящих в кожах овчих. В лето 1705 бывшу сему пастирю в том же граде Ярославле в летнее время и умедлившу в нем исправление ради неких церковных дел 2 месяца, июни и юлии, случися во оное время таковое приключение, як уже сам святый Димитрий в книге Розийской всем свидетельствует. Во един от воскресних дней из церкви соборния по святей литургии сшедшу ми, и к двору своему грядущу, 2 некая человека брадатый, но не старый, приступляше ко мне возваше глаголюще: «Владыко святый, как ты велишь? Велят нам брады брить, а мы и готовы главы наши за брады наши положити. Уне нам есть, да отсекутся наши главы, неже да обреются брады наши». Аз же нечаянному и внезапному вопросу тому удивихся и не возмог вскоре что от Писания отвещати противовопросих их глаголя. Что отрастет, глава ли отсеченная или брада обриенная? Униже усомневшися и мало помолчавши реша: брада отрастет, а глава ни. Аз же рехим: уне убо вам есть не пощадите брады, я же и десятирицию бриема отрастет. Неже потеряти главу, я же единую отсечена, не отрастет никогда же, разве вообще всех мертвых воскресение. То рек, идох в келью мою. Проводише же ме мнози честные граждане и в келью со мною внедоша. И быст в нас разглагольствие довольно об радобритии и небрадобритии. И познах, яко мнози иже по указу обрише брады своя, сумняться о спасении своим, аки бы истеряли образ и подобие Божие, и не суть уже по образу Божию и по подобию обритих ради брад. Аз же увещавах их не сумнитеся, сказуя, яко не в браде и зримом лице человеческом состоится образ Божий и подобие, но в невидимой душе. Ще же и сего ради никто же да сумнится о спасении своем, понеже не по своему его произволению деется брадобритие. Подобает же велению тех и же во властях суть повинувати се в делях непротивних Богу, не вреждающих спасение. Сего ради да бы вменяющий обритие брат за великий и непрощаемый грех, рождение же их за великую святость. Отложили тое сумнение, и да никто же от брадатых уповает брадою свое спасение получити, и да никто же сумнится и отчаивается о спасении своем, брадобритие ради, в реченной книге Розийской между иными приложил и о брадах довольное рассуждение, во увещании неутвержденных и в подтверждение о малом много колеблющихся. Во все время пребывания на престоле своем сей кроткий пастырь бодрствоваше в пастве своей без суровости, храняше достоинство сана своего без кичения, ко всем великим и малым являше нелицемерную любовь. Того ради и сам всеми верными церкви святые сынами, яко Отец бысть любим, почитаем и славим, не токмо же своими подчиненными, но и другими многими благородными особами, не меньше и самим благочестивейшим монархом и всею царскую фамилиею, а ради добродетельного жития его. Почасто призываем бысть в Москву, и даже в присутствии самого монарха и других царские фамилии лиц божественные службы совершаши и Слово Божие проповедуваши, еже видите можно от надписей при тех поучениях на брезе означенных. Почасто же и к нему в Ростов приезжали благословения ради многие царские особы, как то вдовствующая супруга благочестивейшего государя царя Иоанна Алексеевича, царица Параскева Теодоровна с чадой своими, и дъщери благочестивейшего государя царя Алексея Михайловича, благоверния царевны Мария, Теодосия и Наталья Алексеевны. Жаловали его рясами и другими разными вещами, из чего он архиерейское одеяние себе на смертный час приготовив, за вещта служащим при себе, дабы по представлении во оном одеянии положен был, что и сделано по завещанию его. Тое одеяние и до ныне на нем обретается. Имееше святый Димитрий обикновение таковое. Аще когда почувствует в себе каковую болезнь и начнет изнемогати,
тогда пришлет в семинарию и прикажет семинаристам на воспоминание 5 язв Христовых, я же бяху в пречистых его руках и ногах и в пробуденном ребре даже до сердца, по 5 крат молитву, Отче наш прочитати. И тогда бывало ему отраднее, а изнемогал часто. Посещая же семинарию свою, учеников увещаваше, дабы и житие свое препровождали в воздержании, целомудрии и чистоте, и дабы и призывая себе в помощь премудрости наставника и смысла подателя Бога, к учению всевозможное прилагали чтание. Между теми сие часто к ним глаголаше: «А ще аз сподоблюся от Господа получите милость, тогда и об вас буду его молити, дабы и вы такожде получили от него милость. Писано бо есть: дойде же аз, то и слуга мой будет». Служители же своих и прочих при нем находящихся учил, когда ударяют часы, на всякое ударение ограждайте себя знамением честного креста и прочитайте тиху молитву: «Богородице, Дево, радуйся». А ще же кто из домовых его служителей прилучится быть именинник и придет к нему с почестью, он их благословлял образами, а если образа не случится, тогда жаловал деньгами по рассмотрению. Часто подданих поучая пусту прилежати, обидени же пьянства бегати, сам собою прежде пример того показываше. По вся будни, кроме праздников воздержания пребываше, мало вкушая токмо телесния ради потребы. Во святую же Великую Четиридесятницу в первую неделю единожды пищи употребляше, такожде и в страстную, токмо в Великий Четверток единожды, а в прочие дни пребываше в молитвах постяся. Сей богобоязнивый муж был острого разума, великого просвещения, искусный в славянском, латинском, греческом, еврейском и польском языках. Великую имел склонность к наукам, любил добродетельных и честных людей, к высшим был почтителен, к равным благосклонен, любовен, приветлив, к подчиненным милостив, к несчастным сострадателен, к неимущим благотворителен, к бедным весьма щедр. Скупост в сердце его не обитала, любостяжание никакого в нем не имело места, сребролюбие же совсем от оного прогнано было. От того времени, когда възприяна ся иноческий образ и обеща Богу извольную нищету, даже до представления своего не токмо немало не печаше се о стяжании многого имения и не собираше, яко же само себе в духовной своей свидетельствует злата и серебра. Но ниже изволяше иметь излишних одежд или других каких-либо вещей, кроме самых нужных и кроме книг душеполезных. Всякие же входящие в руки его от благодетели и подаяния, и все эгдабыст во игуменах и архимандритах, такожде и во все время пребывания его в архиерействе, келейные приходы, ово на свои, ово на монастырские истощеваши потребы, ово же на украшение святых церквей, а наипаче на нужды нужных. Ибо о сиротах и вдовицах, у нищих и неимущих толико промышляше, яко отец о пресних своих чадых. И толико щедро входящие в руки его раздаваше, яко на всякий день едва мало что у себя оставляше. Часто призывая в крестовую палату слепых, глухих, хромых и в последней нищете страждущих, поставляше им трапезы, одежды дарствоваше и прочие сим подобные милости дела указывать и не отрицашеся. И бе по Иову око слепым, нога же хромым. А дабы и по смерти его никто не искал в храминах его злата, серебра и другого какого-либо имения, и не погублял бы и времени на напрасное оного искание, и служащих при келье его о том не истязывал. За 2 года и 7 месяцев до представления своего написа духовную или завещание и обяви оную преосвященному Стефану, митрополиту Рязанскому, и положишь они между собою завет таковый. А ще преосвященный Стефан митрополит прежде представится, тогда при погребении его бейте Димитрию митрополиту. А ще же Димитрий Ростовский прежде скончается, тогда погребению его предати преосвященному Стефану Рязанскому. Так и сделалося, яко не другие кто, но сам преосвященный Стефан его погребе. Они между собою, яко братья, в любви жительствоваше. Святый же Димитрий во все время пребывания своего в Ростове о делах важных, наипаче когда сочиняше книгу «Летопись, сказующую деяния от начала мира до Рождества Христова», весьма часто посылаше писание от себя и самое сочинение на рассмотрение к преосвященному Стефану митрополиту, и в решении сомнительств от него требоваше совета.
За неколико дней прежде кончина и света го Димитрия, благочестивейшая государиня царица Параскева Теодоровна, возиме намерение из царствующего града Москвы шествовать во град Ярославль, поклонение ради чудотворной и пресвятые Богородицы иконы, нарицаемой Толкской. Но за великими тогда случившимися непогодами и за разпутием осенним до Ярославля шествовать и бе трудно. Того ради повелено чудотворную ону икону из Толкски обители принести в Ростов. И егда донесено сему святителю о скором пришествии в Ростов благочестивейшей государине царицей с благоверными царевнами и о принесении чудотворнее пресвятые Богородицы иконы Толкския, тогда повеле призвать к себе дому своего архиерейского казначея иеромонаха Филарета, которому, между прочими приказаниями, предуведав о скором своем к Богу отшествии, так объявил: «Се грядут в Ростов две гости, Царица Небесная и Царица Земная, токму я уже видеть их здесь не сподоблюся, а надлежит к принятию он их готово быть и тебе казначею». Пред самою же кончиною дни за 3 до представления своего, вельми нача изнемогати и часто кашляти. Однако в день за именитства своего, сиест октоврия 26 числа, на память святаго великомученика Димитрия Селунского, божественную литургию сам в соборной церкви совершал, быв уже крайне болен, яко и лицем измените се ему, и поучение в оный день сам сказывать и не мог, но сидя при царских дверях слушал. Читал же той поучение от него самого прежде приготовленное по тетради един от певчих. За обеденным столом в той ден с гостми по обыкновению прежних лет, аж те немощен бъст, с крайною нуждою сидел, а в 27 ден октоврия приеде к всему святителю из города Переславля Залесского, обители преподобного Данила Столпника архимандрит Варлаам для посещения, который и принят от святаго Димитрия с любовью и угощеваем по приличию. Беседующим же им наедине, присла к всему пастырю дворецкого своего жительствующего тогда в Ростове близ дому архиерейского монахиня Варсунофия Евтимиева, роду Кузинских, яже бейсте некогда питательници облажения памяти государя-царевича Алексея Петровича просити, да бы и преосвященней благоволил в тот день я посетити, ибо он я во все время пребывания своего в Ростове, добродетельного ради жития святаго Димитрия, велие к нему имееше почтение, и начасти в пользу душевную себе от него требоваше наставление. К той монахине через дворецкого я зван бе всей святитель, отказа се идти по немощи, ибо весьма изнемогаше. И когда той пришед в дом, объявил госпоже своей, яко за болезнью преосвященней посетить я не может. Тогда он и монахиня вторично присла просити, дабы и хотя на краткое время благоволил прийти. Святый же Димитрий по вторичному тоя прошению много отрицашеся, представляя причиною болезнь свою. Но прежде речения архимандрит Варлаам нача ему советовать, и дабы и пошел, и хождением тем хотя малое себе облегчение от болезни получил. Тогда, послушав архимандрита, приказа себя вести до нея после вечернего пения. Пришедши же вкупе с оним архимандритом в доме я, мало побеседува и пак и возвратися по вечеру, но едва уже возможе дойти до келии своея. И по минута го архимандрита быв в крестовой палате, повеле принять и угостить и казначею своему иеромонаху Филарету. Сам же пришед в келью свою, нача весьма кашляти и ходите по келии, немалое время поддерживая им служителями под руки. Даже повеле призвать их к себе в келью певчих, для пения сочинених им самим некоторых духовных песней, яко то «Иисусе мой прелюбезний, надежду мою в Бозе полагаю, Ты мой Бог Иисусе, Ты моя радости». И во время продолжения пением тех песней святый Димитрий слушал, стоя при пещи и грея се сердцем. По окончании же пением он их, благоволи всех певчих отпустить и в дома и своя, единого точию из них любимого своего певчего и усерднейшего в трудах ему помощника у себя удержав. И когда той Остасия нача поведать о своей жизни, како он ее препровождаше в юности и в совершенном возрасте, како моляше се Господу Богу, пречисто Его Матери и всем угодником Божиим. А потом сие рече: «И вы, дети, молите се такожде». Наконец же сказа: «Время и тебе, чадо, отойти в дом свой». И когда певчий той, приняв благословение, пойде, тогда сам святый Димитрий проводи его из келии своея и поклони се ему едва не до земли,
Благодаря го за той, яко при нем много потруди се в приписывании всяких сочинений. Види певчи, той таковое смиренное и необычное себе от пастиря своего провождения, и толь низкий поклон содрогнуся, даже с благоговением рече: «Мне ли последнейшему рабу владыку святей тако поклоняешься?» Он же пак и тожде кротци проглагола: «Благодарю те, чаду». И возвратися в келью, а певчий, заплакав, отойде в дом свой. Святый же Димитрий, возвратився в келью, повеле служителям своим да киж до их идет в свое место. Сам же в особенной келье затворився, аки бы и мало покоя прияти хотя, прибысть моляся даже до представления своего. Утро же наступающее, егда внедоша в оную келью служащие, узреше его на коленах, як уже моляшеся, скончавшегося. И певчий той был в своем доме, за утро рано услыша, яко при соборной церкви на колокольне ударили 3 крата в большой колокол в знак святительского представления, немедленно прибежав в архиерейские кельи, обрете своего пастыря и отца в молитве дух свой Богу предавшего. По облачении его во свое святительское одеяние, которое он, як уже выше изявиси прежде кончины своей приготови, вложено святое тело его в гроб, а под главу вместо возглавия и под все тело по завещанию его положены разные в черне писанные его рукою сочинения. И вынесено в той же день в церковь всемилостивого Спаса, что на сенях, близ архиерейских келий. Егда же весно сотворися в огради Ростове о представлении сего доброго и чудолюбивого пастиря, стечеся мало не весь град к честному телу его, и быст множество народа, и сотвориша плач, яко остави их пастырь и учитель, в бедах и в печалях сущим помощник, вдовицам и сиротам заступник, нищим и убогим питатель, и рейскому же и монашескому чину наставник и учитель. Того же дня и благочестивейшая государиня царица Параскева Теодоровна со 4 своими благоверными царевнами, Екатериною, Параскевою и Анною Иоанновнами, прибыть соизволи в Ростов по окончанию беден, но уже святаго Димитрия в живых не получи. Много о том плакала, яко благословение его святительского не удостоися принятие, и повеле над телом его собором отслужити панихиду. Потом изволи отехати сретения ради чудотворния Пресвятая Богородица икони Толгския. Но за осеннею распутицею и непогодами, не продолжая далее пути к Ярославлю, остановися в Богоявленском монастыре до последующего дня. Утро же бывшу, егда донесено е, яко икона Богородична уже близест града Ростова, тогда повеле да бъй пришедшие в Богоявленский монастырь в ден памяти преподобного Аврамия, архимандрита Богоявленского, ростовского же чудотворца, из соборной церкви священную церковну служители со кресты, из того Богоявленского монастыря шествовали на сретение чудотворни иконы к Петровскому монастырю, на пути же от Ростова к Ярославлю стоящему, куда и царевни все 3 за кресты пешие следуваша. Сретя ону икону принесоше в Богоявленский монастырь сами царевни на своих руках, а государиня царица изволи ожидать я во вратах того монастыря. Егда же принесена быст она икона ко вратам, тогда сама изыде во сретение я, и сотворив обычное моление благоговейны, лобойзатую, и повеле внести в церковь. Стояше же она икона до окончания божественной литургии, а по литургии отправлен Пресвятей Богородице молебен, и отнесена та чудотворна икона в соборную Ростовскую церковь, при том же возвращающемся из Богоявленского монастыря крестном ходе. В первый день того же октоврия, по изволению государини царицы и телу святаго Димитрия из домовой той Спасовой церкви с подобающей церемонией принесено в соборную церковь, и по повелению я отправлена вторично по нем панихида. Посем вскоре благочестивейшая государиня царица с благоверными царевнами и с прочими при ней бывшими изволил братний путь восприятия из Ростова в царствующий град Москву. Егда же духовная сего святителя, писанная собственную его рукою, послана из Ростова в Москву в монастырский приказ, тогда по написанному во ону его завещанию, или паче решти по его прошению, еже бы по представлении погребсти тело его в монастыре святаго Якова, епископа Ростовского чудотворца, во угле церковном, и даже сам на знаменува, прислан из монастырского приказа в Ростов указ, которым повелено точно, як уже в духовной той написано, в Яковлевском монастыре
в соборное зачатие Пресвятые Богородицы и Церкви на правой стороне во угле, выкупав могилу, выстлать оную камнем, и гробницу сделать каменную же, и погребению предати. Однако по тому указу неизвестно, чего ради не исполнено. Могила камнем не выстлана, и гробница каменная не сделана, а сделан только обруб деревянный, который от сырости скоро изгни, яко же о том пространне в представленном святейшему правительствующему синоду доношению обретение мощей сего святителя извествуется. Когда же приеде в Ростов ради погребения святаго Димитрия в месяце ноември, преосвященный Стефан, митрополит Рязанский и Муромский, прямо вшед в соборную церковь, много над телом сего угодника плакал и приказал казначею иеромонаху Филарету приуготовлять все к погребению принадлежащие в Яковлевском монастыре. Тогда, як уже власти монастырей ростовских, так и соборные священники и многие из граждан, пришедших к преосвященному Стефану, просише его, дабы и благоволил погребению предать телу сего святителя в соборную ростовскую церкви, близ покойного Иосафа митрополита, и даже все прежде бывшие ростовские архиереи погребены. Точил преосвященный Стефан по тому их прошению учинить не соизволи, и просителям сказа: понеже при самом еще на ростовский престол вступлении быв первые преосвященный Димитрий в Яковлевском монастыре, сам избрак погребению себе место, как уже мне сие примените? И так в назначенный к погребению день, собравшимся духовным властям и всем священную и церковнослужителям в соборную церковь, соверши преосвященный Стефан божественную литургию. По окончании же ония, отправлено им же со всем священным собором над телом святаго Димитрия надгробное пение, на котором сам преосвященный говорил к народу приличное всему печальному действию надгробное слово. Даже по завещанию сего угодника оное святое его тело из собора с подобающим благочинием, с кандилой и псалмопением, предшествующо всему священному клиру, сопровождающую же множество народа, и горестные стенания у пастыри и учителя своим произносящо, в Яковлевский монастырь принесено, и земли предано в преждереченную зачатие Пресвятые Богородицы и Церкви на правой стране во угле. По погребении же преосвященный Стефан написал об нем надгробную, которая при конце сего жития положена. По смерти сего трудолюбивого мужа, книга греческих, латинских, польских, славянских, рукописных и печатных устаси довольно, которые в то же время все из Ростова взяты преосвященным Стефаном в Москву, и отданы в книгохранительницу Московскую святейшего правительствующего синода типографии. Сей угодник Божий представи се в лето от воплощения Богослова 1709, месяца октоврия, на 28 число в нощи, и же бысть день пятничный, вскоре после своего изуменитства. Тело его погребено месяца ноември в 25 день, и же бысть такожде день пятничный. На Ростовском престоле прибысть 7 лет без 2 месяцев. В иночестве 41 лету, 3 месяца и 18 дней. Всех же жития его лет бе 58 невступно. Он же в жизни сей светолепный угодников Божьих в книзе вечной на небеси написанных жития и подвиги, в славу во святых славимого Бога, в честь угодников, в пользу же всего православного христианского рода воедино собрав, и тростью на хартии написав, преподаде. И сам, по отшествии своему цей маловременной жизни к вечной, вкупе со оними в книге живота вечного перстом Божиим вписан, и нетленним венцем увенчан быть исподобися. А яко бысть истинным пастирем и недремленным наблюдателем вверенной себе от Бога паствой, удостоися к лику пастирей с прочими святители ростовскими и со всеми иерархи причтен быти. Ибо в лето 1752 месяца септемвря в 21 ден, при разбирании во оной зачатие Пресвятые Богородицы Церкви упустившего се пола для починки, обретены святые его мощи по 42 летах, 10 месяцах и 24 днях от представления его, целый и нетленный, и одеждами го святительским мало где прикоснулся истление, от них же аки от источника некоего с того времени даже и до ныне, различные с верою притекающими стучаются чудеса. Беси от человек прогоняются, немые глаголют, слепые прозирают, хромые расслабленные и другими тяжкими неисцельными болезнями удержимые,
чрез призывание по Бозе го себе в помощь и через приносимые при тех святых мощах молитвы, благодатью Божией исцеливаются и славится унем Бог в Троице единый, во святых своих прославляемый. Славим и мы тогожде всеблагаго Бога, яко во вышнем своем совете определи явите в последние сия лета в российской нашей земле сего великого светильника, и же чудесы своими вся российские озаряет страны, и скоро воистине призывающими го помощник является. Притекаем с несомненною верою ко святым и многоцелебным его мощам. Призываем денно и нощно по Бозе его себе в помощь, да молитвами сего списатели житий святых и мы прочие дни жития нашего в покаянии препроводивши и богоугодно боживши, сподобимся написанные бейти в книге живота Агнца Божия, купно со всеми от века ему угодившими, и хвалите того со Отцем и Святым Духом в бесконечные веки. Аминь. Надгробная. Юже преосвященный Стефан по погребении святаго Димитрия написа: стихи памяти смертной, всякому потребной, читатель благоразумный, ум имейный темный, сокрушенно и смиренно сердце в Бозе полагай, покаянию время ден от дня не отлагай. Приходит смерть внезапно, где те обрящет, помысли сердца, и дела твои все сутью всеветца. Взирай с прилежанием тленный человече, как век твой приходит и смерть недалече. Готови се на всяк час, рыдай со слезами, яко смерть те восхитит с твоими делами. Ангел твой хранитель тебе извествует, краткость жизни твоей перстом показует. Текут времена и лета во мгновении ока, солнце скоро шествует к западу с востока. Содержай меч мщения во своей деснице, увещает те всегда и глаголит сице. Убойся сего меча, от цели покайся, да не посечет тебе, зело ужасайся. Придите люди в вере просвещенней, грядите во святый храм кротци и смиренней, молитву прилежну к Богу воссылайте, на сие писание умильно взирайте. Прочитай всяку сердну, много прослезися, и от многие ревности сердцем умилися. Как смерть вселютая в землет человеки, преселяет от мира на вечные веки. Преселила есть ныне пастыря блажайша, архиерея же честный, вожда крепчайша. Всі ви Ростова града люди ридайте, пастиря умершего слезно поминайте. Димитрия владыку и преосвященна, митрополита тиха и смиренна. Его же митрополит со псалмопением, Стефан Рязанский со благоговением и со священным собором погребе всечестно, и со множеством народа, яко всем известно. И же во святем храме сем мирно положися, и в темном гробе земли твердо заключися, да подаст ему Господь в царстве и житии, со святыми мученики и ангелы во веки пребытии. Ему же и от нас вечная буди память. Духовная грамота святаго Димитрия, митрополита Ростовского нового чудотворца. Юже он прежде смерти своя рукою своею написа сице: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Се аз, смиренный архиерей Димитрий, митрополит Ростовский и Ярославский, слушая гласа Господа моего во святом Евангелии глаголющего: будете готовы, яко вон же час не мните, Сын человеческий приидет. Не весте бо, когда Господь приидет, в вечер или в полунощь, или в петлоглашение, или утро, да не пришед внезапно обрящет вы спящие. Того гласа Господня слушая и бояся, и ще же и часте недугуванием удержим бывая, и денно дне изнемогая телум, и чая на всяко время оного Господем глаголенного нечаянного часа смертного, и по силе моей приуготовляйся к исходу от сея жизни, судих сею духовную грамотою моею весно сотворите всякому, и же восхощет по кончине моей взыскивать имение моего келейного, воеже бы не трудитеся ему вот ще, не истязывайте служивших мне Бога ради, да вест мое сокровище и богатство, еже от юности моя не собирах, сие не чте слави си реку, но да искателем моего по мне имение весно сотворю. Отнели же поприях святоиноческий образ и постригох се в Киевском Кириловском монастыре в 18 лето возраста моего и обещах Богу нищету извольно имети.
От того времени даже до приближения моего ко гробу не стяжевах имения им шилуимства, кроме книг святых, не собирах злата и сребра, не изволях иметь излишних одежд, никаких либо вещей, кроме самых нужд, но не стяжание нищету иноческую духом самим делом по возможному соблюсти чтахся, не пекейся о себе, но возлагаяся на промысел Божий, и же никогда же ми остави. Входящие же в руцы мои от благодетелей моих подаяния, и я же на начальствах келейний приход, ты истощевах на мои и на монастырские нужды, и даже бех во игуменах и архимандритах, так уж и в архиерействе сей. Не собирах келейних, я же немноги бях у приходов, но ово на мои потребы та иждивах, ово же на нужды и нужных, и даже Бог повеле. Никто же убуда трудиться по смерти моей, испытуя или взискуя какова-либо келейного моего собрания, ибо ниже на погребение, что оставляю, ни на поминовение, да нищета иноческая наипаче на кончине видся Богу. Верую бо, яко приятнее ему будет, аж ти един от сата по мне не останет, неже гда бы и многое собрание было раздаваемо. И аж ти мене тако нища никто же восхощет обычному предати погребению, молю обо тех, и же свою смерть памятствуют, да отвлекут мое грешное тело в убогий дом и таму между трупиями да повергуте. А ще же владычествующих изволение повелит ми умерше погребсти по обычаю, то молю христолюбивых погребателей да погребут ми в монастыре святаго Якова, епископа Ростовского, во угле церковном и даже месту ми на знаменовах. Осем челом бью. Изволяю же безденежно помянуть грешную мою душу в молитвах своих Бога ради, такова и сам да поминовен будет во Царстве Небесном. Требуя же за поминовением зды, то молю, да не поминает мне ничто, ничто же на поминовение оставальша. Бог же да будет всем милостив, и мне грешному вовеки. Аминь. Сетевый завет, все моя духовная грамота, сетево о имении моем известие. А ще же кто известил сему не емля веры и начнет с испытанием искать и помне злата и серебра, то аж ты и много потрудится, ничто же обрящет, и судит ему Бог. Писа се в богоспасаемом граде Ростове, в дому архиерейском, в лето 1707, априлия в 4-ти день. Конец жития святаго Димитрия, митрополита Ростовского и составителя житий святых. This recording is in the public domain.